Последние новости из Туркменистана. Читайте нас в Телеграме и не забудьте подписаться. Спецслужбы Туркменистана почти 3 месяца удерживают в следственном изоляторе гражданского активиста Мурата Душемова. 12 июня он должен был выйти на свободу, отсидев 4 года, такой срок был ему назначен в отместку за его гражданскую позицию. Суда над Душемовым по новому сфабрикованному уголовному делу так и не было. Семья активиста сталкивается с давлением. Его брату и сестре незаконно запретили покидать страну. Обещанный следователем Агаджаном Нурыевым суд над активистом так и не состоялся в конце июля. Согласно статье 230 Уголовно-процессуального кодекса Туркменистана, предварительное следствие по уголовным делам должно быть окончено не позднее, чем в 2-месячный срок со дня возбуждения уголовного дела. Мурат же сидит в СИЗО тюрьмы Абды-Шукур уже 81 день, хотя должен был вернуться домой 12 июня. Дата планировалась как сюрприз родным, которые ждали его 2 днями позже, но не дождались до сих пор. Ни от следователя, ни от назначенного государством адвоката нет никаких новостей, например, на каком этапе находится следствие и когда состоится суд. Адвокат Патма Ачилова, судя по всему, сама по этим вопросам остается в неведении. Последний раз она видела своего подзащитного 7 августа, сообщив родным лишь то, что состояние Мурата хорошее. Как долго она у него пробыла, обсуждали ли они дело, выстраивали ли линию защиты, ничего об этом не известно. До этого ей как минимум однажды отказывали в свидании с Муратом, что совершенно незаконно. Между тем на родных Душемова постоянно оказывается давление. Им звонят из полиции Копетдагского этрапа, выясняют, звонил ли им когда-нибудь Мурат из колонии, видимо, надеясь получить положительный ответ и основания для новых обвинений активисту. В понедельник 25 августа мать Мурата, Тязигуль Мамедова, собиралась встретиться с западными дипломатами, чтобы просить их содействия в освобождении сына. А накануне вечером, 24 августа, к ним в квартиру ворвались 2 полицейских в штатском. Свердях. Kapıdan salma. Валикум. Валикум, дурда. Один из которых их участковый. Что им было нужно, непонятно, но остановила их от дальнейшего произвола съемка на мобильный телефон. Второй полицейский при этом ругался матом. Душемовых в день встречи с дипломатами вызвали в опорный пункт полиции, но они решили не ходить. На Алты Душемова, младшего брата Мурата, и Гулилек Душемову, сестру Мурата, наложен незаконный запрет на выезд из страны. Алты узнал об этом еще в 24 году, когда 19 марта он собирался уехать в Россию по рабочей визе. Мужчина в Туркменистане перебивается случайными заработками, а пенсии матери в 600 манатов или $30 хватает на один поход на базар, и то лишь за продуктами, а чтобы купить одежду или лекарства, речь вообще не идет. Но человека, никогда прежде не бывавшего за рубежом, в аэропорту Ашхабада развернули обратно. В мартовском ответе миграционной службы говорится, что его заявление отправлено в соответствующие ведомства, а в ответе от 11 июня, что соответствующие ведомства вынесли решение, по которому запрет на выезд за границу остается в силе. За что? На каком основании? На какой срок? Миграционная служба Туркменистана в такие подробности не вдается. Тем не менее, у мужчины пропал авиабилет на рейс S7 стоимостью 74 с лишним тысячи рублей или $825 по курсу того времени. Летом этого года Тязигуль Мамедова решила отправить дочь Гулилек на учебу в Казахстан. Но перед этим, наученная горьким опытом, женщина решила проверить выездной статус дочери. В миграционной службе за 50 манатов можно это сделать, и оказалось, что не зря. Также ни разу не бывавшая за границей девушка по какой-то причине, как и брат, оказалась невыездной. Все это что ни на есть самый настоящий правовой произвол и явная месть спецслужб семье Мурата Душемова. Невиновный человек, которого безостенчиво оклеветали и пытаются снова судить,
незаконно удерживается в СИЗО уже почти 3 месяца. На его родных давят, его брата и сестру сделали невыездными без какого-либо на то основания. Президент страны Сердар Бердымухамедов, к которому семья уже обращалась, должен как гарант Конституции положить этому произволу конец. У вас есть что рассказать? Пишите нам в секретном чате Телеграма. Мы никогда не раскрываем свои источники и гарантируем тратят миллионы на показушные стройки. А если вам нравится энергетическое оборудование, поддержите нас, ремонтируйте в условиях опасных для людей и всей системы. И если таких, как Олег, будут просто увольнять и игнорировать, то однажды цена за это молчание окажется слишком высокой.